Это история о том, как съездить на природу и вляпаться в приключения. Именно за это меня называют турист-авантюрист. Забавно. По такой я штуке еще не ходил. Обычная прогулка, хождение по полям, исследование окрестностей, нахаживание километров, поиск всяких интересных мест на этой местности. Уж простите за тавтологию. Походить по дну прудика. Это, ой, кайф. Когда не увязаешь в этой штуке. Самое интересное, конечно, было найти спущенный пруд до того, что там посередине течет узенькая речушка, а по дну можно походить. Вы спросите, что же это за место, Коля? Это Ильинское рыбхозяйство, или Ильинские пруды. По сути, это рыбопитомник из каскада искусственных прудиков. Насколько я понял, частное хозяйство. Мы туда вошли бесплатно, потому что просто пешком и не рыбачить, но, насколько я понял, так-то для рыбаков въезд стоит денег 250 или 300 рублей. Не знаю, зависит ли от количества пойманной рыбы, но в любом случае в будний день, днем, в жару народу там немного. Хороший вопрос, как пройти на ту сторону. Пока мы спокойно возвращались обратно по грязи, я еще не знал, что нас ждет впереди. В какое приключение мы уже вляпались. Новая коллекция рибака и адиков. Что вы знаете о фиаско? Мы вернулись обратно к тачке, и оказалось, что у меня ключей в кармане нет. И становится очевидно, что они выпали где-то там в полях, в похождениях. И сейчас предстоит их тупо идти искать обратно по этой грязи. Класс! Найти у какого-то ангара среди поля питьевую водичку, когда все силы и вода иссякли, прям мана небесная. Идет 4-й час поисков ключей по бесконечному полю. Ну, мы знаем, что вот мы шли здесь и где-то здесь прошли к ангару, но трава встает, поэтому не видно нашу тропину. И иду вот так вот. Уже 4-й час, просто разгребаем, смотрим, где могут быть заветные ключики поганые. В итоге ключи так и не нашли. Попросил друзей нас забрать, фантастическую 4 оставил там. На следующий день надо решать вопрос. День с разруливанием замка с ключами на 4. Начинается весело. Приехал, значит, в BB, потому что на сайте у них самая дешевая цена на замок зажигания — 216 рублей. Захожу в магаз для отопля, давайте 700 рублей. Я говорю, стой, придержи вороных, на сайте же 216. Он мне говорит, ну, закажи на сайте. Захожу на сайт с мобилы, там, оказывается, в Ижевске заказать с интернет-магазина нельзя. Ёпты. Ну, короче, иду в Братский, потому что в Братском дешевле цена, чем за 700 рублей в BB. Посмотрим, что дальше. Дорожная, короче, служба. Ну, не дорожная служба, а помощь в ебенях. Этот замок не получилось снять, потому что, естественно, без ключа он не достается. Его там заблокировала специальная хрень. Но, как бы, если у тебя есть замок от другой 4, ты можешь разбить стекло у тачки или залезть в нее через багажник не закрывающийся, выдернуть просто вот эту клемму, подключить к другому замку и уехать. Как гангстер. Ну, правда, сейчас вот непонятно, как ехать, это бы примотать чем-то сюда.
А, чё, стильно даже. Я уже готовился поехать домой, и в последний момент меня ждало новое разочарование. Старый замок заблокировал руль, и не сняв его, нельзя ехать. Алексей поехал дальше по делам, а я остаюсь ждать мастера, который сможет приехать где-то с 4:30 до 5 только. Единственный мастер, которого я нашел, который может взяться за замок зажигания, потому что другие, которым я звонил до того, как попал на этого джентльмена классного, говорили, что могут вскрыть только дверь машины, замок дверной, а за замок зажигания браться не будут. Но это странно, потому что мне странно, может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что ну замок же и замок, какая разница, типа замок зажигания это или замок двери. Но тем не менее, слава богу, нашел мастера Андрея, который поможет мне. Надеюсь, поможет. И если у нас все пройдет нормально, то ссылочки на него будут в описании под этим видео, что становится уже традицией. Самое забавное, что я слышал за сегодня, это Алексей опять же сказал. Этот замок, который мы никак не смогли выковырить, самое крепкое в этой машине. То есть инженеры уделили больше всего внимания этому замку, чтобы его невозможно было достать и выломать простыми подручными средствами, типа отверток, молотка, ключей, которыми ты его долбишь и ковыряешь. Ну, то есть когда он заклинил руль, чтобы руль не поворачивался, его никак не вытащить. Это забавно. Пошло. Это визитка-магнитик мастера по замкам, который он мне оставил, которого я буду рекомендовать другим. Справились мы с трудом, минут 30 пришлось пыхтеть, он подтвердил, что этот замок, как сказал Алексей, одно из самого крепкого в машине, конструкторы к нему подошли с душой, скажем так, с энтузиазмом. Но вскрылась другая забавная проблема, с которой мне придется что-то делать в ближайшие дни. У этого нового замка очень слабый фиксатор, мы прям сравнили со старым, он прямо какой-то бракованный. У него не держатся клеммы, то есть при малейшей тряске они выпадают. Вот я сейчас пока тут примотал это все дело соплями, скажем так, чтобы доехать до города. Но завтра я поеду в Братский пытаться это все поменять на нормальный. При том, что замок-то я купил оригинальный на 150 рублей дороже, чем подделка, ну типа клон. Это ненормально. На данный момент квест мне обошелся в 3500 рублей. 2500 мастеру Андрею, 500 рублей Алексею на бензин за то, что меня возил, и 500 рублей замок. Сука. Чему мы научились, Палмер? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать. Да, сэр. И еще бы знать, что мы сделали. Да, сэр, это сложно сказать.